Замахнулся на мировую классику, да еще и на родном языке. Остинский театр бросает серьезный вызов прежде всего самому себе. На этих подмостках еще никогда не ставили Ричарда III по пьесе Уильяма Шекспира. А ведь правильно говорят: никогда не говори никогда. Пробуй, несмотря ни на что. И они попробовали. Огромная команда профессионалов во главе с главным режиссером Ги Вивальевым не теряют ни минуты. На сцене воссоздается чудовищная история средневековой Англии, восхождение на престол безумного короля. Если кто-то до сих пор не был знаком с творчеством Шекспира, что, конечно, вряд ли, Ричард III станет открытием для остинского зрителя. Это история уродливого мальчика, которому не суждено взойти на престол. Но судьба наделила его безграничной силой воли и коварством. На пути к цели самыми жестокими методами он убирает с дороги одного за другим. От прогона к прогону вновь и вновь главный режиссер Ги Вивальев проживает жизнь каждого героя своей постановки. С актерами велась кропотливая работа. Каждого нужно было максимально погрузить в сложные шекспировские образы. А в беседе с артистами становится понятно – они жаждали такой постановки. «Ричард III» – это спектакль, это пьеса даже, за которую не все театры берутся. Но наши актеры настолько, как говорится, ответственно подошли. Мы очень долго готовились. Ги Вивальев, режиссер спектакля, очень долго нас к этому подготавливал. Не просто вот сели, взяли, почитали, а прям настраивал. Сам, конечно, он настолько все глубоко изучил и нам это преподнес. На самом деле, если режиссер этим болеет, этим горит, этим живет, он актеров заражает. И я очень довольна, что на сегодняшний день Остинский театр после всех вот этих перипетий, что происходит в мире, мы знаем, и у нас в республике, соответственно, и мы выходим к нашему зрителю с такой достойной подготовкой, достойной вещью. И спасибо, конечно, Гиве, что он вот так, можно сказать, не побоялся. И, как говорится, не замахнуться ли нам на Шекспира нашего, да? Эта пьеса собрала в себе как опытных, так и молодых актеров. Самую сложную и главную роль безумного короля сыграет всеми любимый Алан Албегов. Кто знаком с его творчеством, не удивится виртуозной игре. Другие же будут ей очарованы. Одно дело поставить спектакль, другое – его еще надо одеть. Под каждого героя сшит уникальный костюм. Цеха не останавливали работу целый год. Столько заняла подготовка к премьере. Зритель увидит серьезные декорации. Все сделано для того, чтобы максимально окунуться в эпоху Ричарда III. Сразу зритель, когда придет, он поймет, что это очень затратный спектакль. И, конечно, без поддержки мы не обошлись. Нам очень сильно помог глава республики, нам помогли Министерство культуры. Сам театр очень много сделал для того, чтобы этот спектакль появился. И Владу огромное спасибо, художественному руководителю. Театр должен воспитывать, а порой и навязывать свое мнение. Именно так считает главный режиссер. О постановке Ричарда III он мечтал еще со студенческих лет. Ведь когда-то Остинский театр славился постановками Шекспира, а героев его произведений играли такие великие актеры, как Владимир Тхапсаев. Театр должен ставить большие цели перед собой. И лучше споткнуться с Ричарда III, чем на какой-нибудь бытовой пьесе. Вот Остинский театр известен по всей России и, может быть, где-то в мире по спектаклям по пьесе Шекспира. Там Отелло, Макбет, Тимон Афинский. Мое поколение тоже как-то должен прославлять Остинский театр, и мы тоже должны как-то вести вперед и это знамя взять шекспировского театра. Когда-то нас так называли, и это было очень приятно. Вы знаете, ничего такого этого бы не получилось, если бы не было такого шикарного перевода. Шикарный перевод Утра Закукаева. И когда ты читаешь этот материал, который он перевел, и каждое слово прям вот добротно сделано, ты понимаешь, что его надо ставить, притом срочно ставить. Ричард III не только существенное пополнение в репертуаре Остинского театра. История безумного короля способна напомнить людям: ничто в этой жизни не вечно. Я боюсь таких людей, как Бекингем и Ричард.
которые как-то могут дорваться и свести с ума людей. Сегодня очень много таких, как Бекингем, как Ричард. Это очень плохо. И я хочу показать таких людей, которые могут спокойную жизнь нарушить во благо каких-то своих корыстных целях. Я хочу показать сильным мира сего, что не все так вечно, и что это такие пушинки, что все прах в мире, что это кресло, которое им кажется огромным и большим, это просто какая-то вот... Это как ключ от гостиницы, рано или поздно придется сдать, и неизвестно, кто придет за ним. До главной премьеры театрального сезона остается все меньше времени. Все меньше остается и билетов в кассе. Несмотря на то, что в этом году дату выхода спектакля пришлось сместить из-за пандемии коронавируса аж на полгода, ажиотаж не спадает. Удастся ли Остинскому театру вновь покорить сердца своего преданного зрителя, мы узнаем в самое ближайшее время. Елена Черенкова, Савелий Зангеев, Осетия Ньюс.